Алло. Алло, Алтынай, доброе утро. Да, доброе утро. Долетела? Да, долетела. Все нормально. Ну как там? В общем, я узнала, вся конференция будет на Иссыкуле. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здесь конференция проходит? Здесь. То есть регистрация была здесь вчера, а сегодня все уехали на Иссыкуль. Как уехали? Организаторы внесли изменения и решили провести на Иссыкуле. Здесь очень жарко. А где? Есть адрес? Да, секундочку. Вот. Угу. А где это? Там адрес указан. Это где-то в Чолпаноте. Не знаю точно. Сейчас много новых пансионатов. Спасибо. Значит, поезжай туда. Ты же местная, сможешь найти. Тебе везет. Заодно и позаграешь. Жарко в Бишкеке? Жарко. Вот видишь, главное, профессор. Возьмешь интервью, можешь отдыхать. Завидую. Ладно, я шефу доложу. На связи. Хорошо, на связи. Алло. Эркенчик, ты что, поддерживаешь забастовку греческих бюджетников? Я сейчас. Ладно, мы уезжаем. Я догоню. Не суетись. Уже еду. Спасибо. Вообще-то я по работе. Заезжай к нам тогда домой. Ну, может быть, успею. Скажите, а где Мека? Не могу до нее дозвониться. Хорошо, что ваш домашний номер еще с детства помню. А она на Иссыкуле с Настей. А номер опять поменяла. Я смс-кой вышлю. Все, хорошо. Спасибо большое за това. Айгулиджи от меня. Обязательно привет передавайте. Хорошо, хорошо, передам. Отдыхайте, девочки. Алло, ты где? Смотри в оба, еще одна едет. Докладывать каждое утро. И смотри, чтобы как в прошлом году не было. Прощения не будет. Все, конец связи. Ой, смотри, там парень голосует. Давай поможем. Зачем? Обойдется. Сотка есть, дозвонится. И лайба у него стрёмная. А вдруг у него сотка села? Ну ты прям как мать Тереза. Или как там, альтруист или филантроп. Короче, он лох. Вот адрес.
Да не переживайте, найдем, не в первый раз. Эх, парень попал. Остановите, пожалуйста. Что, знакомый, что ли? Кажется, да. Пойти, опаздываю. Подбросите? Эркин, это ты? Алтынай? А что, так изменилась? Ну да, ты такая другая стала. А ты куда? Я на Иссыкуль. О, такой раз в жизни бывает. Подбросите? Да, конечно, садись. Садись. Ты куда так спешил? Я на вахтовку опоздал. На руднике я работаю. Надо догнать. Ну давай догоним. Алло, Алло, думали, что все? Не успею? Скоро я вас догоню. не надо догонять. Уже все. Я замену нашел, шефа предупредил. Какую замену? Я же сказал, что догоню. Братишка, мы работаем в серьезной конторе. Всякие догоню тут не пройдут. Отдыхай, короче. Ну а я куда? Что случилось? Так говорят, отдыхай. Замену нашли. Ну так отдыхай. Сейчас весь Бишкек стремится на Иссыку. А машину куда? Не бросишь? Да нет. Друг заберет ее на эвакуаторе. Я уже позвонил ему, договорился. А поехали со мной на Иссыкуль? Поможешь профессора найти? Какого профессора? Сейчас. Вот, я работаю в этом журнале, прохожу постдипломную практику. Это профессор Титов. Я должна взять у него интервью. Он приехал на конференцию по тюркологии, а ее перенесли на Иссыкуль. А что, в России нельзя было взять? Да ты не понимаешь. Сейчас лето, не сезон, сейчас нет хороших материалов. А тут наши коллеги нашли статью в каком-то научном журнале. Его никто не читает. А там такая сенсация, вот мне и надо взять у него интервью. Понятно. А он кто? Тюрколог? Криптолог. Гриптолог? Гриб, что ли? Или грибы? Нет. Криптолог изучает тайнопись, шифры, коды разные. И, между прочим, он нашел криптограммы в горах на Иссыкуле, в пограничной зоне. Там еще рудники есть. Как же это место называется? Сарыджаз. Да. А что за сенсация? В общем, профессор Титов расшифровал, что где-то в горах скрыт тайник с древними рукописями. И там есть тайные здания исчезнувших цивилизаций. И если их найти, то Кыргызстан спасет весь мир от кризиса. Ну да, типа зима не будет? Да, представьте себе. И еще там сказано, что кыргызы самый древний народ, и все мы произошли от него, даже русские. И еще, что древние цивилизации спрятали здесь свои святыни, святыни православия, когда на Руси был раскол. Поэтому мне обязательно надо найти этого профессора. Вот тебе и Бомбское ущелье. Слушай, Что ты там? в самом деле невезучий. Первый раз в жизни прокол. И что теперь? Ну тогда погуляйте, я пока ремонтом займусь. Горным воздухом подышите. Турфирма «Отдых на Иссыкуле», здравствуйте. Салам, Кана. О, салам, брат. Что делаешь? Да на работе сижу, заказы жду. Че, как работа? Ну, то идет, то не идет. Понятно. А я вот к вам еду. Гости? Да, думаю, у вас перекантоваться. Да, конечно, приезжай без проблем. Мы что-нибудь придумаем. Ну все, брат, жди. Ну все, давай. О.
Ребята, что случилось? Мы не одни такие. Что-то мне сегодня с утра не везет. На работу опоздал, машину сломал, футболку весь испачкал. Слушай, сынок, с утра не получилось. К вечеру все будет хорошо. Обязательно будет хорошо. Ну что, мальчики, поехали? Да. Настя, Настя? В общем, едет к нам Алтыша. Вау, круто! На конференцию. У какого-то профессора интервью брать. А надолго? Я не знаю. А что за конференция? Я не знаю. А профессор симпатичный? Я же сказала, не знаю. Сама приедет, все расскажет. Ты лучше СМС отправь с нашим адресом. А мы ее встретим? А как же, целый год не виделись. Отметим. Мне кажется, лучше будет отметить в клубе. В клубе комаров нет. И нормальных парней тоже. Куда я его дела? Между прочим, нормальные парни на дороге не валяются. Они валяются на диване. Давай собирайся, а я пока в душ. И очки. Очки не забудь. Moscow, Sydney, Miami, London, New York, Ibiza. Put your hands up, I wanna see you move. Эй, Валенос, куда льешь? Ой, извини. Ты что, девушек никогда не видел? Смотри какая. Я кремень. На, крути. Эй, куда льешь? Ты же кремень. Алло? Салам, Джон. О, Это турфирма «Отдых на Исыкуле». Как дела? привет, тренируемся? Прикинь, Кеша с работы сорвался. Сюда едет. Да ты чё? Ага. Скоро подъеду. Ну, тогда увидимся. Все, давай. Всё, Пока. Вот, Кеша, название и адрес. О, это же рядом с канатом. Это мой друг. Да? Наконец-то соберемся. Я так долго этого ждала. СМС-ка? От кого? О, Алтыша приехала. Пойдем скорее. Ой. Сейчас я Алтыше звоню. Привет. Привет. Ты где? Я тут. Мы ждем. Да вот они. Алтыш, ладно, а то тут один придурок поговорить не дает. Ты что, телефонов никогда не видел? А это не мне? Девчонки! Кана! О, Кеша! Салам, Кана. О, здорово, парни! О, Джон, салам. Здорово! Как дела? Здорово, Джон, как ты? Нормально? Ну как дела? Что за курица? С тобой? Да в школе вместе учились. Спасибо. На дороге случайно встретились. Привет, девчонки. Я Джон. Можно просто Джонни. Он Кана. Кстати, мы из Бишкека.
А вы? Превратись в точку. Таких стрелков, как ты, и в городе хватает. Идите, мальчики, не до вас сейчас. Пойдемте, девочки. Девушки, не обращайте внимания, вы просите его. Давайте я вам помогу. Да, погорячился. Да, ничего страшного. Я канат. Да что ты говоришь? Ну, не будем вас тревожить. Может, завтра на пляже увидимся? Да? Посмотрим. Пойдем. И когда ты научишься нормально разговаривать? Нормальные девчонки. Да, мне так не показалось. Обычные курицы. Это потому, что ты осел колхозный. Пойдем, я тебе бесплатную лекцию для тугодумов прочитаю. Вот ты хамло. Ребята, Ты куб вообще. я так рад вас видеть. Без вас тут полный... в общем, скучно без вас. Короче, за встречу! Конор! Джон. Привет! Зал полный, а у вас места есть. Пошли к нам. Пошли. Привет, девчонки! Проходите к нам! Привет. Сажайтесь. Какое совпадение Сажайтесь, удачное. пожалуйста. Спасибо. Ну что, девчонки, расскажите, как тут? Вы же уже местные? Как в Лондоне! А это как? Она к нам в гости приехала из Лондона. Вау, do you speak English? Вкусный Да коктейль. в Лондоне полно таких клубов. Этот сезон удачный будет. Я тебе говорю. Ладно, отдыхать не работать. Ну и работать, не отдыхать. Что мы сидим? Давайте зажжем, потанцуем. Идемте. Пойдемте? Да, слушаю. Доброе утро. Вы просили разбудить вас к началу конференции. Она начнется через полчаса. Хорошо, спасибо. Ага, до свидания. Как красиво. Похоже на Турцию. Это гораздо круче. Это Иссык-Куль. Привет! Классно, что я тебя встретила. А ты как здесь оказалась? Ты же на практике. А ты? А я вот на смену опоздал. Ну, как всегда. А мы на 3 дня вырвались. В воскресенье вечером обратно. А цветы кому? Цветы Джону. Он вчера с девушкой познакомился. Джон цветами? Не может быть. Он что, влюбился? Или ты? Ну, не хочешь, не говори. Короче, ты меня не видел, я тебя не видела. А вечером созвонимся. И, пожалуйста, выкинь этот букет, он такой ужасный.
Я сумку твою случайно забрал. Попозже заберу. Созвонимся. Пока. Вчера я купила крем, про который ты мне говорила. Да Сегодня ты чё, попробуем, классно. да? Обязательно надо, да. Ну что, как там профессор? Поймала? Поймала, только не профессора. Не доставай, видишь, грустит она. Принца своего ночного вспоминает. И где принц? Неизвестно. Только конь остался. Зря ты так. Нормальные мальчики. Бывает и хуже. Да. Алло? Здравствуйте, Сергей Николаевич. Конференция началась? Да, конференция началась. Наш профессор сейчас основной доклад свой делает. Хорошо. Затем обсуждение, вопросы-ответы. Отлично. Организаторы сказали, что пресс-конференция через пару часов начнется, и тогда я смогу взять интервью. Побольше запиши, потом выбери. Все, поняла. Позже перезвоню. До свидания. Ну что? Кого ты там поймала? Ай, не спрашивай. Эй, Алтыш, не переживай. Хочешь, мы с тобой вместе на интервью пойдем? Ты что, Алтыша, что случилось? Да так, девчонки, показалось. Что? Ай, девчонки, пойдемте на пляж. Хоть что-то с утра сделаем. А по дороге расскажешь, кого поймала. Пойдем, девчонки, подъем. Девочки, а вы не видели мой купальник? Ой, Настя, ты как всегда. Куда он делся? В общем, настроение было вообще просто супер. Классно так было. Привет всем. Здорово. Ты где с утра пропадал? Купался? Я цветы для Джона собирал. А ты что не на работе? Зачем? Нет, цветы. Насте подаришь. Да? И где они? Да выбросил. Сестренка сказала, что это веник. Случайно сестренку встретил, она тоже на пару дней сорвалась. А что ты этими цветы собирал? Да видел, как ты вчера с Настей зависал. Чё, понравилось, да? Честно говоря, да. Да ладно, не ведись, я себе собирал. Алтынай хотел подарить. Кстати, Кана, может, девочек на катер пригласим? Возьми выходной. Тебе же явно Мирим понравилось. Не, летом у меня выходных нет. Каждый час на вес золота. Есть клиент, который даже рассвет встречают. Да и отпустили меня слоем то, что я билет на теплоход реализую. Бизнес, понимаете, такое дело, которое на месте стоять не будет. В общем, ребят, мне нужно пройтись по ближайшим пляжам и распродать все билеты. Если честно, я на вашу помощь рассчитываю. Да какие проблемы? Конечно, какой разговор? Пойдем вместе. Я и своим друзьям-гонщикам расскажу. Только ты мощные скутера выдай, они себе полкассы соберут. Конечно. Лучше на пляже, чем на руднике. Да и натуры побольше. Ты нам лучше про Мирим расскажи. Что ты там мне вчера на уши вешал? Да, Мирим очень даже ничего. Только придется за ней тебе в Лондон ехать. Мужики, спасибо. Я в долгу не останусь. Если вечером все срастется, то и катер будет, и девчонок покатаем. Интересно, они уже проснулись? И это как ее? Алтыша нашла своего профессора? Она вчера весь вечер только о нем и говорила. Слушайте, этого профессора точно надо найти. Вы представляете, если все это правда? Да он занят, наверное. Ну давайте лучше все до вечера провернем, а потом найдем его. Нам ведь кроме билетов, я не знаю, кепки, рекламные щиты нужны. Да, у меня вот все есть, не переживай. Кстати, Джон, судя по теории этого профессора, ты тоже от кыргызов произошел? Да он прямо от обезьян. Это Иссык-Куль, это наше лето. Это Иссык-Куль, это наше лето. Мека, ну что там такое? Не знаю я. Спасибо, мальчик, помог. Здрасте, я Вовчик. Если надо помочь, меня зовите. Меня тут все знают, люди в курсе. Спасибо, будем знать. И далеко от пирса не забывайте, там резко глубина начинается.
Солнце сегодня очень активное. Не всякий крем выдержит. А у меня есть проверенный крем. Купите, не пожалеете. Да нет, спасибо, у нас свой есть. А фото зебры не желаете? Ни у кого зебры нет. А на фото надпись будет «Хочу в лето». Да какая же это зебра? Это же осел раскрашенный. Шикарная зебра. Зебра это зебра. И на фото зебра будет. Тоже мне достопримечательность. Ты бы еще верблюда привел. Верблюд есть, могу найти, только позовите. Но на него уже никто не клюет. А чего мы все это на себе тащим? Давайте наймем рикши и доберемся до пляжа, как белые люди. Прикольно, кстати. Я еще не ездил на рикшах. Эй, рикша, сколько стоит? 200. А если троих возьмем, дешевле будет? Бесполезно эти уже тут 4-й сезон работают. Тут скидок не делают, могут только накинуть. Ну раз не делают, тогда может на перегонки, а? Кто первым до пляжа доберется. А кто последний, тот и платит за всех. Вон тот в середине мой. А этот мой тогда. А мне сам маленький, что ли? Маленький, зато резвый. Ну ладно. Будете весом друг друга дополнять. Как прекрасны те дни, золотые пески и волшебный пейзаж. Уважаемые отдыхающие, только сегодня для вас летняя акция. Рукава теплоходит по самому живописному озеру. Вот за 500 сомов. Подходим, приобретаем. Пацаны, вы что тут делаете? Это мой пляж. Все знают. Давайте валите отсюда. Чего это твой пляж? Купил, что ли? Все знают, что это мой пляж. Люди в курсе. Так что валите отсюда или платите 300 сом. Чё? 300 сом? Иди отсюда, малой. Оставь его, пойдем дальше. Билеты берем, билеты. Детям скидка. 300 сом. И зон свою берите. Он только вид на пляже портит. Уважаемые отдыхающие, только сегодня для вас летняя акция. Она ничего такая при свете дня. Только попробуй. А я только попробую. Даже не думай. Что ты, девчонок не хватает? Да нормально все. Да вон там я видела, если я не ошибаюсь. Привет. Привет. Привет, девчонки. Ну, здрасте. Билеты продаете? А вчера говорили, что из крутых офисов. Профессию поменяли, что ли? Нет, это не то, что вы подумали. Просто мы другу помогаем. Другу помогаете? А это что за ребята? Это наши друзья. И очень близкие. Точнее, ближе, чем вы. А мы тут другу помогаем. Не, а так у нас работа в городе. Кстати, девчонки, приглашаем вас на романтическую прогулку на яхте. Приходите. Только вы это. Все втроем приходите. Может, и придем, если ничего более интересного не придумаем. Тогда пошли? Погнали? Да, пойдем. Салют. Ребят, мы с этим Штендером и матюгальником как-то по-идиотски выглядели. Не пойму, она обиделась, что ли? Вроде вчера все нормально было. Да ладно, тебе вечером разберемся. Джон, ты только матигальник с собой не бери. Ну что, девчонки, пойдем кататься? Пойдем вечером? А что это ты так загорелась? Втюрилась, что ли? Почему сразу влюбилась? Просто на яхтах никогда не каталась. Не каталась. Никогда. Да. Ну все, девчонки, сейчас пойдем, профессора помучаем и свободны. Ну, я не против. Можно и покататься. Кстати, по-моему, они на промоутеров не очень похожи, да? Да. И если честно, я им уже не верю. Хотя... Давайте купаться и за профессором. Давайте.
Ой, здравствуйте, девушка. Извините, а где все участники? А гостей везли на ярмарку народных промыслов, затем обед и все дальше по расписанию конференции. А вам зачем? А пресс-конференция состоится? Вас что конкретно интересует? Мне нужен профессор Титов. Титов, так. Титов Борис Васильевич, профессор-криптолог? Да. А он уехал по индивидуальной программе смотреть на новые петроглифы. Хорошо, спасибо. Да-да. Алло, Сергей Николаевич. Да-да. Профессор ушел без пресс-конференции. Как? Куда? Поехал смотреть новые петроглифы. И, по-моему, уже не вернется. Да ну. Может быть, я у коллег его о нем спрошу? Тебе это надо? Эх, Аля. Ладно, я узнаю, с кем и куда, но с тебя ведро из сыкульских абрикосов. Хорошо, будут вам абрикосы. На связи. Ладно, до свидания. Кана, заставляешь еще работать? Ну приехал вообще сюда Ну приехали. чё вы, Ты нас ребят, работать другу заставляешь. помочь не можете. Да ладно. Во-во, шучу. смотри, девчонки наши. И снова здрасте! Да подожди ты со своими дурацкими шуточками. Видишь, у человека проблема. А что случилось? Все пропало. Профессора нет. Как это нет? Он уехал с друзьями смотреть новые петроглифы. Куда? Не знаем куда. Но он вернется? Нет, он сделал свой доклад и сразу уехал. Все будет нормально. Извините. Алло? Алло, А кто Алтынай, это? в институте сказали, что профессор в Не знаю. экспедиции. Принципиально Всё нормально? отличает сотовый. Да. Так что ищи профессора на Иссыкуле. Шеф сказал, живого или мертвого. Лучше живого. На связи. Все хорошо, на связи. Ну что там? Ну все, ребят. Кажется, я провалила задание. Профессор уехал в Семеновское ущелье, а когда вернется, никто не знает. Ну, подожди, не расстраивайся. Мы что-нибудь придумаем. Ну не переживай ты так. Кеша, ну где я найду профессора? В горах. Ребята, надо помочь. Давайте найдем этого профессора. На работе. Кеш, сначала надо узнать, со всеми созвониться. Я поеду. А? А машина есть? Конечно, надо ехать. Чего ждать? Время идет. А ты что, с нами не едешь? Еду. Машина будет. Встречаемся через час. Хорошо. М? А как через час? Через час я даже маску не успею сделать. Через час 15. Да у нас час 15 есть. Все нормально, ребят. Успеем. Не волнуйтесь. Ребят, я сейчас. А куда это он? Не знаю. Странный какой-то. А? Эй! Ходят не там, а вон там! Асамбаке, салон. У меня к вам просьба есть небольшая. Можете один день на моем месте посидеть? Нет. Ну, Асамбаке, Вот это все ну, хозяйство пожалуйста. брось и все. Один день всего, Асамбаке, ну пожалуйста. Ну, чё Я вы говорю хотите? нет. Асамбаке, ну, один день посидите на моем месте. Пожалуйста, ну хотя бы один день. Вам понравится Асамбаке, ну вот. Ага. Всё, это. Спасибо. Эй! Эй! Ой, блин. А ты права взял? Вроде взял. А что? Да я хочу с Настей вчерашнюю тему продолжить. А ты за рулем будешь. Да не, только в одну сторону. Я обратно поведу. Кстати, а как тебе Настя? А, вот ты какой северный олень. Ты же кремень. Да не, я просто хочу мнение своего друга узнать. Хорошая девушка. Канатоходец? Ты тоже едешь? А работа? Турфирма «Отдых на Иссыкуле» гарантирует. Вы не пожалеете, что обратились в нашу фирму. Кана, ну ты как всегда, найдешь тебе приключений. На спину. Эх вы, а еще взрослые люди. Я вот скажу кое-кому, что кое-кто ветеринар по профессии. Лечит коров, лошадей и ишаков.
Ты мне друг или портянка? И вообще он первый начал. Все, хватит. Давайте собираться. У меня на работе такой момент был. Клиенты заказали катер на целый день. Ну, они катались, веселились, Кана, купались. А? мне тоже. Хорошо. Кстати, Понимаешь, сколько в общем- время? Ты не обжегся? Нет, все нормально. Ну, подожди. Gangnam Style. О. Они были здесь? Ты чего? Живот болит? Ничего, пойдем. Ты, смотрю, Кана, все не просыхаешь. В общем, они прошли выше, там, где петроглифы нашли в скалах. А оттуда спустились в следующее ущелье. Машина их тоже там ждет. В общем, надо ехать. А где Джон? Джон, ну вы где ходите? Давайте скорее. Я кумыс выпил. Ты смотри, осторожнее. Да я гвозди перевариваю. Теперь бы плотно покушать, и можно в путь. Да потом покушаешь. Да. Да. Да, турфирма «Отдыхай». Теплоход есть. Приезжай. Алло. Отдых. На озере Иссык-Куль. Нет, скидка даем. Да, все есть, приезжайте. Отдых на берегу Иссык-Куля, да. А куда вы звоните? Отдыхай. Не-не-не-не, не вы отдыхай. Да, скажи, что я собаке сказал. Все. Профессор, скорее всего, сюда поехал. Рванули? Угу. Мне завтра на работу. Но я отпросился. Мальчики, мальчики, я уже кушать хочу. Да сейчас в машине что-нибудь придумаем. Кстати, ты как? Нормально. Мне бы профессора найти. Мека, А? ты же хочешь кушать? Джон, тебе бы лишь бы пожрать. Как знала. Алло? Здравствуйте, Асамбеке. Ганат, Да. когда приедешь, а? Я уже запарился на твоей работе. Скоро, Асамбеке, немного осталось. Джейм, качан скоро. Скоро, Асамбеке, с меня посчитается. Хорошо. Ганат, Да.
Можно я Бишкек позвоню? Да, можно. Да. Мгм. Вот эта юрта делится на две части. Слева мужская часть, Опа. справа женская часть. Слева мужчины ставили свою одежду, доспехи, там оружие, а женщины справа посуду и свою одежду, да? А по центру стоит очаг. Ну там еду готовили, и весь дым уходил через Смотрите, фундук. профессор! Побежали. Вон. Чабан сказал, они здесь чай пили, а потом ушли. А мы их догоним? Нет, это другая дорога. Ну они ж так близко. Это только кажется. В обед будет полчаса. Итак, кто со мной полетит? Что это? Параплан. Сейчас догоним. Мой бывший очень ревнивый. До сих пор говорит, что прибьет каждого моего поклонника. Алло? Здравствуйте. Бишкек, да? Оставьте ваши Подожди, а? звукового сигнала. У вас есть... Ой, у вас работает Бермель? Отделом нажмите цифру 1. Для соединения с отделом общественных связей нажмите цифру. Здравствуйте. Вас слушает автоответчик. Оставьте ваше сообщение после звукового сигнала. Вас слушает автоответчик. Оставьте свое звуковое сообщение после сигнала. Пи. Ой, извините. Алло? Вас слушает автоответчик. Оставьте звуковое сообщение после сигнала. Пи. А? Ах ты негодяй! Говори, кто тебя подослал? Говори! Ты мне всю жизнь поломал! Ха! Милый, милый, они испугались и ушли. Ты у меня настоящий мужчина. Асан, мы уходим. Возьмите ключи. Почему так рано? Сегодня короткий день, суббота. Мы включили автоответчик. Подождите, Тимофеевна, у вас что, автоответчик есть, что ли? Конечно, есть. Давно уже, 100 лет. Эй! Тимофеевна! Дай автоответчик, а?
Будем в селах искать. Где-то он заночует. Знаешь, сколько сейчас пансионатов построили? А частных секторов сколько? Да не найдем мы их. Посмотрим. Нормально. О, спасибо шашлычок. большое. Ребят, а давайте к нам. Летний вечер нужно проводить большой Мгм, компанией. Да, конечно. Ну же, соглашайтесь. Здравствуйте. Канат. Аркан. Это имя мое? Мое тоже, я из Израиля. А, у вас и такие имена есть? Ну а то, так же как и у вас. А к нам какими путями? Да вот к другу приехал, 5 лет не виделись. Да, я только друзей приглашаю. У нас здесь самый лучший отдых, самое лучшее озеро. И летом, и зимой. Да я не знаю, Погода в этом году. Здрасте. Приветствую. 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 Проходите. Алтынай, мы обзвонили всех, кого могли. Объездили все, что можно было. Наверное, профессор где-то в гостях в частном доме. Отдыхайте. С этой стороны пансионат, с той стороны дом отдыха. Там лагерь туристов. На Исыкуле все встречаются. Все сбывается. Давайте, давайте, ребят, Ну что, угощайтесь, Ксюша, где пока нам его горячий. еще искать? Я уже даже не Как знаю. ваша машина? Отремонтировали? Какая машина? Мы тебя видели, как ты на обочине стоял. А, машина? Да, ее забрали, друг увез. А вы запомнили, да? Кстати, Эркин. Тимур. А мы очень торопились и проехали, не смогли помочь. Спасибо, все уже нормально. Здесь другие головные боли. Да, у тебя по жизни боли. Когда я приеду, ты меня встретишь? Ты реально его встретишь меня? Какой романтик, эти цветы мне. Да, любимая, тебе. Настоящий мужчина. Да, все ради тебя. Сегодня такой замечательный вечер. Надо было что-нибудь от комаров взять. Да взять чужую прям. Чё? Что будем делать? А? Пошли. Все нормально? Пойдем прогуляемся по пляжу. Там красиво сегодня. Настя, я хочу показать тебе одно место. Там очень красиво. Очень-очень. Пойдем. Ну вот мы и пришли. Присаживайся. Я сегодня забыла сделать маску. Наверное, мое лицо обгорело. Да что ты? У тебя прекрасная кожа. Спасибо. А как ты относишься к ветеринарам? К ветеринарам? Хорошо. У меня даже есть собачка. Да? А почему ты спрашиваешь? И у меня есть собака. А у тебя какая? У меня йоркширский терьер. Знаю. Комнатная собачка. Тебе не холодно? Холодно. Может быть, вернемся? Да нет, зачем? Вот, сейчас. Держи. Спасибо. Прям твой размер. Как-то раз к нам Марк Дакаскас приезжал. Марк Дакаскас? А кто это? Ну, неважно. А в этом году сам Джонни Депп обещал приехать. Да ладно, что он тут потерял? Ты, наверное, так и чешешь девчонкам, с которыми знакомишься. Какие девчонки? Они меня не подпускают уже. А сколько тебе лет? 25. Я бы не дала. Вот видишь, и ты тоже.
что тоже? Не дала. Что? А, это шутка такая. Ну ты пошляк какой-то. И шутки у тебя дурацкие. Пошутил я, пошутил. Признаю свою ошибку. Исправлюсь. Ты даже отдыхать в компании не умеешь. Да ладно тебе, забей. Сами себе проблему нашли, теперь нас напрягают. Тоже мне друзья. Они стопудово не найдут этого профессора. А можно на отдыхе хоть немного позитива, я не знаю. Давай поможем им, ты же сможешь. У тебя же есть друзья, связи. Ребята же хорошие. Да-да, кому попало помогать. Они тупят, а я разрулю. Но ты же можешь позвонить Руслану или Алмазу. Они найдут его до утра. Вот утром и позвоню. А сейчас я хочу нормально поужинать. Телефон положи. Приятного аппетита. Все, я наелся. Только не начинай. Вот звоню. Можешь не торопиться. Я и без тебя, и без твоих друзей. Сама вот с ними и найду профессора. А если мы профессора не найдем? Плохо. Столько денег на командировку истратили. Я сама же тему предложила. Не выгонят, наверное, но и больше не доверят ничего. И вообще. Что? Да так. Ну не переживай ты так. Найдем мы его. Не все потеряно же. Я вот утром на работу проспал, зато сюда приехал. Тебя встретил. Счастливый случай. Надо профессора найти. И вообще. Тусим, отдыхай. Все есть, все есть. Стилька даем. Теплоход есть. Ты что, бормочешь? Тебе скидка будет. Что там? Где? Вот. Здорово, мужик. Клёв есть? А на что ловишь? Бананчик есть. Вас слушает автоответчик. Оставьте свое звуковое сообщение после сигнала. А вот наши девочки. Девочки, смотрите, мальчики. Привет, девчонки. Привет. Как дела? Привет. Привет, девчонки. Как настроение? Как дела? Нормально. Как отдохнули?
Это же тот чувак, смотри, на спине. Вообще позитивный мужик. Здесь спа-салон есть, а то после ваших гор и полетов нужно силы восстановить. Как живот, кремень? Поедем домой? Надо еще минивэн вернуть. Не, ну что вы смеетесь? Да они с утра бывают идиотами. К обеду пройдет. Просто Джон у нас кремень. Он гвозди переваривает. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где профессор Титов? Ой, да? А во сколько начало? Все хорошо. Спасибо. До свидания. Ребят, представляете, конференция будет продолжаться, а профессор все еще на завтраке. Успеем? Да. У нас есть 2 часа, пока они болтать будут, мы точно успеем. Какой быстрый этот профессор. Пока мы спали, он что, в Чолпанату уехал? Вот шустряк. Может быть. А Скорее куда? всего, он вчера возвратился. А, ну да. Эх, надо было ночью ехать. Ну все, поехали. Успеем и на конференцию, и в салон. Вас слушает автоответчик. Как автоответчик? Оставьте свое Там нет звуковое автоответчика. сообщение после сигнала. Какой автоответчик? Где Самбеки? Вас слушает автоответчик. Оставьте Какой звуковое автоответчик? сообщение Слушай, после алло. сигнала. Здравствуйте. Асамбеке вышел? Перезвоните попозже. Ну, вот это другое дело. Сними еще на всякий случай. Зачем? И эти хватит. Давай, давай, не пожалеешь. Считай, что вкладываешь в нашу дружбу. Моя идея – твои финансы. Само собой, прибыль на всех. А Джону на лечение, он после кумуза черешни ест. Я кремень. Ну-ну. И что у тебя за идея? В общем, все просто. К вечеру провернем. Я все просчитал. На пляже есть паренек мелкий. Ты его вчера видел? Ну, он там типа за главного. Загорающим курортные товары впаривает. Ну и зебра. Ну не зебра, а ишак, понимаешь? И теперь подумай, какую фотосессию можно замутить. Нет, не понимаю. Ну ишак, полосатый, черно-белый. Как зебра. Он мне покрасит полоску. Вот мы арендуем эту зебру осла. И все. Что все? Мы с этим ишаком. Не тормози. Мы с этим ишаком сможем делать креативные летние фотки. А зимой на Новый год нашим чиксам подарим. Супер подарок. Ага. А еще надпись делаем. Бред и трата денег. Отличная идея. Хорош напрягать. Какой шаг? Какой Новый год? Они зимой нас и не вспомнят. Вспомнят, не вспомнят. Себе оставим фото. Я пас. Эти аферы без меня. Тащите ишака на пирс, давайте лучше на пляже. И быстро, и красиво, и возни животных меньше. В этом-то и креатив. Руки. На пирсе, яхты, мы и ишак. О, а на пляж пусть дети фотаются с ишаком. Тогда договорились? Договорились. А ишак на тебя или на Джона похож? Джон, хорош ты чить. Ну чё? Интересно, а где сейчас наши мальчики? А тебе зачем? Ну, мне они понравились. Такие прикольные. И возятся с нами, как будто давным-давно знают. Хорошие мальчики. Да? А помнится мне, что кто-то их наглым образом отшивал. Но я же не знала, что они такие. Какие такие? Вот, к примеру, твой Джон. С виду такой простой и тихий, а на параплане летал точно не из-за профессора, а чтобы перед тобой рисануться. Ха, или твой Кеша. Почему сразу мой? Хорошо, не твой. Кеша общий. Он как бы случайно подсел к тебе в машину, заигрывал в клубе, в горах, на пляже. Ха, и вообще. Да-да-да. А твой канат? По нему никаких комментариев? Или он вне критики? Настя, ты что? Канат же у нас Крутой бизнесмен. И между прочим, он обещал нас прокатить на теплоходе. И прокатил, а потом догнал и еще раз прокатил. Такие только обещают. Да ладно, что он вам плохого сделал? Почему вы вдвоем на него наезжаете? Нет, вот кто-кто, а канат действительно никакой. Ха, ты лучше на Кешу посмотри, без розовых очков. Ну что, нормальный парень. Нормальные парни на работу не опаздывают. А даже если опаздывают, то отрабатывают.
А он сидит и даже не переживает. И ты считаешь его нормальным? Не под венец же мне с ним идти. Ну, максимум будем друзьями в социальных сетях. Посмотрим, посмотрим. Что? Ладно, болтайте, а то сейчас из-за них перессоримся. Отдыхаем, девчонки, у нас еще час процедуры остался. Да, еще не забудьте, нам потом в конференц-зал идти. Угу. А вот и зебра. Интересно, спроси цену, парниша. Привет. Слушай, у нас тебе деловое предложение. Нам нужен твой ослик. Ишак не продается. Понимаешь? У нас есть яхта. А нам нужны фото. Просто будет отлично смотреться на фоне озера яхта с зеброй. Само собой мы тебе заплатим. Вам что, голову напекло? Ишака на яхту затащить? А если он выпрыгнет оттуда? Он же плавать не умеет. Да не будем мы его на яхту запихивать. Ага. На берегу пофотаемся, вернем тебе его живым и здоровым. Да-да. Сколько дадите? Я вам осла, а вы мне 300 сом. Через час возвращаете. А может мы тебе билеты на прогулочный катер дадим? А может ты фотографиями расплатишься? 300 сом. Хорошо. 300 так 300. Но через час верните его сюда. Если меня не будет на месте, привяжете возле пирса. Кеш, ты с другом иди к яхтам, а я за девчонками. Давай. Чё? Ну что, сейчас дождемся ее и наконец пойдем. Ребят, в общем, конференция закончится только через 2 часа. Потом будет закрытие, перерыв и прощальный ужин на прогулочном катере. А профессор? А он на месте? Да точно в зале, я его сама видела. Даже успела сфотографировать. Молодец. Только мне придется теперь его здесь ждать. Ну, 2 часа у нас есть? Может, на пляж? Джон, нет, у меня работа. Нет? Я не могу. Если вы хотите, идите. Так не пойдет. Джон, иди-ка ты узнай, до скольки они здесь будут заседать. Может быть, тебе попросить организаторов, чтобы они предупредили его? Да-да, я договорюсь. А вы идите переодевайтесь и на пляж. Не волнуйтесь, все сделаю. Не переживайте. Сам хочу этого профессора увидеть. Покупаем фрукты, свежие фрукты, разбираем фрукты. Разбираем фрукты. Подходи, брат. Что желаешь? Самые чистые экологические фрукты. Цены по-братски. Что желаешь, брат? Да нас много просто. Много? Тогда возьми этот бик-арбуз. Смотрит на тебя и улыбается. Хватит? Хватит. А мы нигде не виделись? Не-не-не, брат, мы с тобой не встречались. Покупаем фрукты, свежие фрукты. Сочные фрукты покупаем, молочные фрукты разбираем. Ха-ха, все-таки взяли. 2 осла нашли друг друга. Или на Кану поменял. Ну нафига он вам? Где ты его взял? Да это Кан со своими креативными фото мутит. Вон у пацана с пляжа арендовал на час этого ишака, а сам пропал. Обезьяна нужна, а не 2 осла. Отпусти его. Не мучай животное. Пошли, нашла твоя алтыша профессора. К обеду он интервью даст. Пока у нас 2 часа есть. Девчонки уже на пляж идут. А как профессор освободится, мне с ресепшена позвонят. Все схвачено, не переживай. Ну а с ним тогда что делать? Вон, Асан Баке стоит. Он у Каны работает, местный. Он стопудово всех осельных владельцев знает. И этого ушастого передаст. Давай его. Да подожди, как-то неудобно. Да. О, смотрите. А этот осел себе уже поклажу нашел. Ну ты даешь. Умеешь себя мучить. Ты что, смотри, какой арбуз большой. Сейчас мы все сядем, поедим. Девчонки, вы же любите арбуз? Да. Видишь, девушки любят арбуз. Сейчас мы его зарежем.
Вот только я нож забыл. Ты еще хлеб забыл. На пляже вообще запрещено есть арбузы. Ай, я и не подумал. Да и торговец зачесал мне. А я еще метку поставил. Ух О! А зебра где? Зебра у хозяина, а брат его рядом. Одного слона пристроили, а теперь тобой займемся. А может сначала искупаемся? Сначала на скутера. Да, лучше на скутера, потому что после процедур надо еще час просто загорать, чтобы кожа была бархатная. Кана, вот ты теперь с арбузом и катайся. Ну что, девчонки, седлаем скутеры вперед. Навстречу приключениям. Сейчас я вам устрою шоу покруче, чем этот арбуз. Вау, ничего себе, как гоняет. Нравится? Ага, Прокатиться не хочешь? хочу. Только я боюсь. Я раньше никогда не каталась. Расслабься, я буду рядом. Покатаемся без всякого фанатизма. Да? Да ну, я лучше гонщиков видела. Ну? Ну, хорошо. Только обещаю, что сильно разгоняться не будешь. Конечно, все как ты скажешь. Слушай, Настя, А, можешь арбуз покараулить? Я твою подругу прокачу. ага, бегу и спотыкаюсь. После салона арбуз охранять? Ничего себе поворот. Может, мне его еще нарезать и с поклоном вас встретить? Тоже мне. Слушай, можешь за арбузом посмотреть? По-братски, а? Зебра где? Гонишь, что ли? Мы его сразу хозяину вернули. Я хозяин. У тебя есть еще время найти осла, а за арбуз 300 сом. За охрану? 300 сом? Цена такая, не хочешь, не надо. Это бизнес-курортный. Ничего личного. Нету денег, нету сторожа. Ерунда, с арбузом прокатимся. Я Что? так много раз катался. Ну ты кадр. Ты шутишь? Да брось ты его здесь и поедем без балласта. Не могу. Давай я его буду держать, а ты за меня просто крепко держись, не бойся. А может ты тогда просто арбуз покатаешь, а я с берега посмотрю? Втроем прокатимся. Где ты его взял на свою голову? Зачем ты его взял? Можно было просто без него поехать. Подари Сикулю! Осторожно, не упади. Спасибо. Вот и приехали. Да ты идиот безбашенный! Прости. Чтоб я с тобой еще раз села! Блин! Если ты свою жизнь не ценишь, то ради бога дай пожить другим! Я не хотел. Я что же ты, только из Настя? салона! Это ты из очков? Да я тебе такие же куплю, новые. Только успокойся. Слышали, умника, новый он мне купит! Ну, Настя! Да ты меня Ну, чуть не Настя! утопил! Ну что ты? Идиот безбашенный! Не понял? А где арбуз? Мы его тоже из Сыкули подарили. Мой хороший, мой герой. Мой только.
вас будет котик. Вот там мы побежали, и на горку покатаемся. Ты чё, попутала? Кто это? А, это же как их там, искатели профессора. И чё, опять за свое? Ты к ним, со мной ссора? В общем, давай, до встречи. Буду скучать. А ты? Снова один? Хотя нет, не один, а с своими комплексами и этими красками. Ты живешь в выдуманном мире. Так не бывает, Дима, очнись уже, а? И чё, у меня хоть этюдник есть. У тебя кто? А у меня? А у меня есть новые друзья. И они такие, деревянные. Погнали на горки, пока народ не подошел. Я такой трюк знаю, закачайтесь. Может, хватит, а? Давайте лучше на колесо, там поспокойнее. Кстати, в Лондоне такое же. Как в Лондоне, говоришь? Ну хорошо, давайте покатаемся. О, привет. О, Дима, привет. Мы на колесо собрались, ты с нами? Давайте. А Тима, он с нами? Да он высоты боится и домой все время хочет. Ну, тогда вы пока покатайтесь, а мы с Микой сейчас подойдем. О, смотри, какое высокое. Это, кстати, самое большое колесо на Исыкуле. Сейчас ты увидишь Исыкуль таким, каким ты его еще не видела. 76 метров! Голубое небо, золотой песок, белые вершины, свежести глоток. Иссык-Куль с тобой, Иссык-Куль со мной. Не понимаю, зачем его красить? На пляже можно просто сфотографироваться. Мы пляжного ищака потеряли с Кешей, а хозяин нервничает. Вот я отдам этого взамен того, а дальше пусть сами разбираются. Ты всегда себе приключений ищешь. Я вообще-то ради тебя стараюсь. Просто хочу, чтобы мы с тобой запомнили это лето. Красть давай. Я это лето и так вспомню в Лондоне. Там знаешь, как по горам и озеру скучаешь. Особенно зимой. А по мне скучать будешь? Я уже скучаю. Понял, понял. Просто прекрасно. Замечательно. Ребят, нам пора. Да? Конференция вот-вот закончится, а профессора надо на выходе перехватить. Да сейчас пойдем. Один раз с пирса нырнем и пойдем. И Кана с Мекой подойдут. Ну, вот только куда они запропастились? Давай. Хочу на пирс. Я уже купаться хочу. Ну тогда пошли. Пойдем? А где мои тапочки? Подождите. А конференция закончилась. Где вы были? Я никак не мог до вас дозвониться. Да, мы на пляже с пирса прыгали, вот и про время совсем забыли. А что, все? Они уехали? Пока нет. Еще катание на катере и прощальный ужин. Успеете, если поторопитесь. Куда успеем? На ужин? На катер. Он отплывает через полчаса и 2 часа будет катать участников конференции. Хорошо, спасибо. Не за что. Ну что там? Ну все. Достал меня этот профессор. Не на суше, так на море. Я же король побережья. У меня все катера на контроле. Догоним в море. Ха, если бы кое-кто поменьше нырял, то профессор бы уже давно тут как миленький сидел. Ну, увлеклись мы немного. Зато накупались, нанырялись. А давайте найдем самый быстрый катер. И я любого догоню.
Капитан очевидность. Салам алейкум, брат. Как там насчет вопроса? Я тебе вчера звонил? Короче, давай. Ну да, я порулю. С тобой мы их не догоним. Аппарат стоящий. Сколько мощей? Тебе нельзя, утопишь нас. Иди лучше за Настей следи, сейчас истерика будет. А ты лучше бабочку одень и в салон пройди за дамами поухаживай. Ну сколько нам еще идти? Ну чё вы тут зависли? Да вот решаем. Кому рулить, кому юлить. Давай, Джон, за штурвал, Кана к девочкам. Давай, пошли. На, держи. О. Отличная погода сегодня. Смотрите, как мы. Эй, на катере! Мы тут пострадавшего нашли. Чуть не утонул. Случайно не ваш пассажир? Нет. А он говорит, что ваш. Давайте, забирайте, а то дело темное. Моя сумка! Это же Айка! Мы с ней вместе на курсах учились! Так теперь все понятно! Смотрите! Профессор! Осторожно! Проходите, здравствуйте, профессор! Здравствуйте, здравствуйте! Мы так давно вас ищем! Так давно вас искали! Как хорошо, что встретили вас! Все хорошо. Тима! Все хорошо. Здравствуйте, профессор! Как хорошо, что мы вас нашли! Только вы можете меня спасти! Да? Да! Я специально за вами приехала. Кстати, я работаю в этом журнале «Научный вестник». Вы знаете, я во время отпуска... Ты откуда взялся? Я агент. Какой еще агент? Говорят, ты сейчас быстро за борт вылетишь. Агент из охранного агентства. Ее родители наняли для охраны, чтобы с ней ничего не случилось. Так ты следил за мной? Да. И все им докладывал. Только то, что все в порядке. Слушайте, а почему вы так спешите? Понимаете, мы должны всех опередить с вашим открытием. С каким открытием? Ну, помните? Подождите, я, кажется, догадываюсь, о чем речь. Понимаете, в вашем ведомственном журнале вышла статья о расшифровке древних кыргызских пиктограмм. Да. Я так и думал, что все случится подобным образом. И даже предупреждал ваших коллег. Но они меня уговорили. На что уговорили? Опубликовать результаты? Да нет. Вы, вероятно, не обратили внимания на месяц публикации. Видите, это апрельский номер. Первоапрельская шутка. Надеюсь, вы помните, что 1 апреля – это повод пошутить. Правда, сейчас все меньше людей, которые понимают хорошие шутки. А как же... Да вы не расстраивайтесь. Здесь есть очень много интересных вещей, о которых можно написать. Потому что основа информации соответствует действительности, поэтому она так правдива. Но, конечно, выводы совершенно другие. Смотрите! Арбуз! Это же наш арбуз. А вон надпись моя. Мне его на пляже продали. Сказали, слаще нет. Арбуз с петроглифами наших дней. Точно.
тоже докладывали? Не приставай к человеку. Он из-за меня жизнью рисковал. А я как рискую своей? Еще неизвестно, что он там докладывал. Да кто еще рискует? Я тебя умоляю. Профессор, а правда говорят, что только в древности один человек мог знать все, что было известно? Зачем знать все, если все можно найти в интернете? А я статью готовила. Так только жуков, оказывается, известно 600 тысяч видов. Совершенно не обязательно знать множество фактов. Интернет и содержит множество фактов. Вот. Но главное понимать, как и с чем все это связано. Вот что самое главное. А интернет этого не дает. А то. С кем-нибудь из наших виделась? У Чулпона же 2 детей. Помнишь, она всегда хотела быть первой. И первая вышла замуж, и 2 нарожала. Обалдеть. А я замужем за своей работой. И устраивать мне личную жизнь некогда. Да и не с кем. А мне кажется, что он влюбился в тебя, и что у вас все сложится. Да нет. Это всего лишь летняя влюбленность. Если бы он любил, и если бы были чувства, то он бы хоть раз цветы подарил. Еще подарит. Думаешь? Конечно. Так, ребята, давайте подходите. А арбуз на ночь есть нельзя. Утром лицо опухшим будет. Да ладно тебе. С Джоном на заезд съездишь, и все нормально будет. А у нас в Лондоне арбузы круглый год. А у нас летом. Зато какие? Лучший фрукт. Это ягода, молодой человек. Ребят, мне нужно вам кое-что сказать. Статью о профессоре я, конечно, напишу. Да мы вместе ее напишем. Напишем, Кеш, напишем. Только дело не в этом, дело в другом. Понимаете, профессор, он не... Не настоящий. Я так и знал. Как это не настоящий? Профессор, он и на Иссыкуле профессор. Это точно. Да настоящий он. Просто он всего лишь повод. Как это? Объясни. Ну, понимаете, тема моей дипломной работы – аксиология. Это как? Ну это как гриптология. Про грибы. Аксиология, молодые люди, это учение об этических ценностях и нравственности людей. Очень актуальная тема, между прочим. Браво! Сенсационная журналистка. Вот, и мне нужно было посмотреть, как современная молодежь, ну то есть мы с вами, соответствует общечеловеческим этическим ценностям, то есть, нравственным требованиям вне зависимости от времени или культурных различий. Проще говоря, не растеряли ли вы простых человеческих качеств? Помочь другу, поддержать незнакомого. Непонятно. Мы же не знали друг друга. В том-то и дело, что вначале все не были знакомы, но при этом смогли найти общий язык. Теперь понятно? А что тут такого? У нас и так нормальные отношения. Вот, в том-то и дело. В том-то и дело, ребята. Хоть пользу-то мы тебе принесли? Профессора нашли. Время отлично провели. Да. Друзьями стали. Короче, все нормально. Что тут еще выяснять? Ребят, походу у нас горючее кончилось. Я немного не рассчитал. И что теперь? Бишкека снова плавит все дома, и солнце жарит улицы, дворы всегда. Иссык-Куль, ты в жизни есть моей. Иссык-Куль, зови меня скорей. Жемчужный берег собирает всех друзей. Прохлада вод, тепло волны, луч солнца в ней. Иссык-Куль, ты в жизни есть моей. Иссык-Куль, зови меня скорей. Голубое небо, золотой песок, белые вершины, свежести глоток. Иссык-Куль с тобой, Иссык-Куль со мной.
заботи незаюзаний планшет. Бери свой кэш, очки, рюкзак, звонка всем нет. И секунд, увидеть бы скорей. И секунд, ты ждешь друзей. Голубое небо, золотой песок, белые вершины, свежести глоток. И секунд с тобой, и секунд со мной. Отливай от мышек и клавиш, когда в городе жара, ты свой мозг плавишь. Забери своих друзей и летите вместе пулей туда, где золотой песок и сыкуля. Там тебя ждут клубы и пляжи, звездное небо, все, что куражит. Именно там, уверен, была влюблена же. Тебе все это не заменит твой гаджет. Это и есть та свобода, хоть прыгай, хоть падай, оторвись по полной программе. Но если ты не сможешь оторваться от айпада, встречай флеш, но фото в инстаграме. Солнце, прохладный воздух, горячий песок, тебя ждут они хотя бы на часок. Но будь уверена, останешься надолго, поэтому ты поднимайся и в дорогу. Голубое небо.